16 городов, 15 этапов до 1000 километров длиной каждый. Стартовавший в Москве веломарафон добрался до Казани. Участники проедут на велосипедах вдоль легендарной Транссибирской магистрали. Им придется пересечь 5 климатических и 8 временных зон, более 80 километров подъемов и провести более 3 недель на велосипеде. Каждого велосипедиста есть своя машина. Она провожает ему постоянно. Если у нее какие проблемы или нужно что-то там сделать, да, есть всегда вторая машина от нас, или медики, или механики, или менеджмент, который помогает. Велосипедист не имеет права один ехать. Германия, Бразилия, Дания, Испания и Индия. Именно эти страны представили своих спортсменов на велогонку. Из нашей страны Владимир Гусев, 36-летний гонщик, неоднократно выигрывал чемпионаты России и становился призером европейских стартов. Это что-то для меня новое, потому что, так как я занимался раньше профессиональными велогонками, вот, ну, здесь немножко другое. И изначальная задача доехать, но стараться выиграть. За 3 года лишь 5 одиночных гонщиков покорили велогонку. На некоторых этапах не всем спортсменам удавалось доезжать до финиша. Жара, поломки велосипедов, травмы. Сибирь, до Руси. Мои цели в этой гонке — преодолеть различные экстремальные ситуации. То есть тяжелые дороги, высокие и низкие температуры, различные трудности в пути. Вот я такие перед собой ставлю задачи. Ну, конечно, дойти до финиша. После казанского этапа велогонщики отправятся в Пермь, а дальше их ждет еще 10 городов. Финишируют участники заезда 17 августа во Владивостоке. Алмаз Гафиатов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.